Надоела реклама бинарных опционов и прочих сомнительных инвестиционных программ? Транслогистик – это крупнейшая компания-грузоперевозчик, доставляющая тысячи тонн грузов по всему миру каждый день. Присоединяйся и получай до 80% от суммы депозита в месяц. Широкая линейка тарифных планов позволит вам выводить прибыль уже через 24 часа. Интуитивно понятный интерфейс, горячая линия, а также возможность заработка без вложений. Все это Транслогистик. Ссылка в описании. Вероника? Вероника? Ты меня напугал. Ты что, в шкафу все это время сидел? Меня ищут. Сейчас. Сейчас. Ищут. И что же мне делать? Они же все равно рано или поздно меня найдут. Успокойся, пожалуйста. Они – это я. Кирилл, что это меняет? Если только у меня будет время уехать отсюда. Куда подальше. Чтобы меня забыли. Это невозможно. Я уже не смогу тебя забыть. Знаешь что? Давай вместе уедем. Ты готов все бросить ради меня? Да. Нет. Нет, это какое-то безумие. Я так не могу. Нам опасно быть вместе. Нам опасно быть врозь. Я не хочу тебя оставлять. Не могу. Завтра же заберем твою дочку и уедем отсюда. Неужели ты так до сих пор не поняла? Я люблю тебя.
Вероника! Уже 2 часа сидишь, никак не насмотришься. Идем поешь. Не хочу. Пойдем. Пойдем. Потом посмотришь еще. Идем. Пошли. Ты мне так толком ничего не рассказала, что так рано вернулась. Мне академию не продлили, и придется на будущий год снова экзамены сдавать. Это что ж получается, опять все по новой? Да. Ты целый год проводишь дома? Мам, ну это ж хорошо, правда? И я буду вместе с вами. Тебе будет полегче, и Машка не будет так мучить тебя. Ты учиться хотела? Мам, да выучусь я еще. Если б знала, совсем не поехала бы. У тебя там что-то случилось? Мам, да ничего не случилось. Прости, просто думаю про академ постоянно. Переживаю. Слушай, а ты не знаешь, Лариса в городе, я никак не могу дозвониться до нее. В городе? В городе. У них сейчас просто телефонный номер меняют, и у нас потом будут менять. Они с матерью постоянно на рынке. Точку вторую торговую открыли, так что у них теперь работы много. Я завтра к ней схожу, ладно? Ну, чего ж не сходить, подруга все-таки. Доченька, что у тебя случилось? Все хорошо. Тебе что, плохо опять? Ерунда. Сейчас пройдет, а что? Сердечко что-то забарахлило. Мам, ну ты иди приляг, а я здесь уберу. Угу. Ну да. Хорошо. Мам, ты не волнуйся, все хорошо. Иди ложись. Давай, вот эту всю кучу вот туда в угол положи. Да. Вот тебе новый водитель. Ну, посмотрим. Рано еще говорить. Хотя парень смышленый. Мы сегодня утром были на Южном рынке. Знаешь, что он мне сказал? Что нужно побольше курток мужских туда. Зачем? Я тоже говорю, зачем? А он мне и говорит, там недалеко таксопарк и завод, поэтому мужчин там бывает больше, чем на других рынках. Ты можешь поскладывать вешалки вот эти нормально. Голова. Я тебе говорила. Ему бы учиться. Я тебя умоляю. Сколько он заработает после той учебы? А вот хороший водитель всегда копейку имеет. Что ты все постоянно про деньги? А куда ты без них? Куда ты денешься? Ты можешь нормально складывать. Сейчас Костя приедет, со всем этим заберет.
Я пойду встречу его. Без тебя он дороги не найдет, да? Я быстро. Ты знаешь, я так рад. И я очень рада. Новый завод. Она такая молодец. Я же говорю, все мне отказали, она сразу предложила у них поработать. Ой, Вероника, привет. Здравствуй. А я не знала, что ты приехала. Да я к маме приехала в гости. Ага. А где Лариса? Так она ж, наверное, разминулись вы. Она побежала тебя встречать. Понял, я тогда вернусь. А такие есть большого размера? Секунду. Привет. Привет, Лариска, привет. Ты чего? Привет. 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 Что случилось? Вернулась? Да. Надолго? Ну, надеюсь, что навсегда. Ларис, ты чего? Ну, Да так просто. Костя, привет. Здорово. У меня там проблемы с машиной. я у тебя хотела спросить. Помнишь, ты говорила, что твоя тетя сдает дом за городом? Да. Это срочно? Может, давай попозже? Давай, конечно. Просто это очень важно для меня. Вот не видишь, я занята. Ларис, что происходит? Ну, ты что, не можешь мне уделить 10 минут? У меня серьезные проблемы. Сейчас у меня будут серьезные проблемы, если ты не уйдешь. Давай завтра после 3 в гараже. Договорились? Да, ну завтра снова обязательно. А, понятно. Так вот из-за чего ты. Да, вот из-за чего я. Из-за него у меня только начали налаживаться с ним отношения. А тут ты. Иди отсюда. Иди. Понятно. Ну ладно, извини. Да, Хорошо, 100%. давай. О, ты здесь, а я тебя ищу. Вероника! Здравствуйте. Здравствуй. Не ожидала тебя здесь увидеть. Что-то случилось у тебя? Да нет, все нормально. Я просто приехала в гости к родным. Нет, ты, если не хочешь, не говори, но если нужна помощь, я рада помочь, правда. Вероника, ну что ты? Ой, девочка, ты что? Ну, ты перестань, успокойся. Ну ты чего? Ну что ты? Ну пойдем со мной, пойдем отсюда, пойдем сядем. Пойдем. Не плачь. Да ты что? Вероника. Пойдем сядем. Да? О, Господи. Прям в голове не укладывается. Как же ты все это пережила? Простите, что я вам все это рассказала. Просто тяжело с этим жить. Да ну что ты? Что ты? Я понимаю. Конечно. А почему ты сразу в милицию не пошла? Милицию. Если бы я пошла, меня бы уже давно не было. Господи. Какие же времена настали страшные. Твоя мама ничего не знает? Нет, что вы, я очень боюсь ей сказать. Ну, да, это правильно, правильно. Бедная ты моя, бедная. Что ты будешь делать? Как жить? Вообще не знаю. Не знаю. А кто-нибудь знает, что ты здесь? Да, знает. Знает один человек. Ну, ты в нем уверена?
Он столько раз меня спасал. Знаешь, может, тогда все и обойдется. Нет, не обойдется. Из-за меня погибла моя подруга, и мне теперь нужно как-то с этим жить. Ну, все. Вероника, а поживи пока у меня. А что, я одна. Мой Павел редко меня навещает, правда? Спасибо, Альбина Станиславовна, но… Тогда знаешь что? А давай приходи-ка ты ко мне сегодня вечером на ужин. Посидим, подумаем, что делать, правда? Альбина Станиславовна, вы и так столько для меня делаете уже. Я не услышала ответа. Хорошо. Хорошо, я приду. Вероника, ну где ты там? Да, уже иду. Давай, ставь ее туда и садись, будем пировать. Мне так неудобно, вы столько всего приготовили. Я думала, мы просто чай попьем. Будем пировать. Я тебе признаюсь, у меня сегодня день рождения. Как день рождения? А что ж, вы раньше ничего не сказали? Я вам хотя бы подарок приготовила вам. Ну, ты пришла, это уже подарок. Так не хотелось этот день одной праздновать. Мы раньше с Пашей все время вдвоем отмечали. А сейчас-то у нас за границей не наездится. Так, будем Днем пить. рождения. Спасибо, будем пить вино. А я лучше сок или воду, если есть. Не годится. Будем пить мое любимое красное вино. Правда, я раньше сама никогда не открывала. А давайте я попробую, может, у меня получится. Я, Давай. правда, тоже это не делала, но вместе, может, справимся. Вот мы с тобой собрались, да? Две непьющие. Вы кого-то ждете? Нет. Но кто бы это ни был, он нас спасет. Да. Пашенька, сыночек. Ну, разве я мог пропустить такое событие? С днем рождения, мам. Боже, какие красивые. Спасибо. Ой, какие. Здравствуйте. Паша, знакомься. Это мой Павлик, мой сын, а это моя лучшая ученица. Очень приятно, Павел. Вероника. А мы как раз о вас говорили. Да? Как мило. Надеюсь, только хорошее. Только хорошее. Как же я рада, что ты приехал. Я и не ждала. Решил тебе сюрприз сделать. Тебе удалось. Красивый какой. Вероника, давай, проводи Пашу. Проходи. Я сейчас приборы принесу. Ага. Вот у вас прям застолье. Да, вы присаживайтесь. А я вот здесь. А вы, стало быть, поете? Пытаюсь. Но если мама сказала лучшая ученица, значит, не просто пытаетесь. Она у меня не щедра на похвалы. Пашенька, у нас там проблема. Что за проблема? Проблему вижу. Ну вот, я же говорила, кто бы ни пришел, он нас спасет. Все, спас. Можно уходить? Ты все шутишь? Когда ты уже повзрослеешь? Ну вот, женюсь. Это что, уже есть на ком? Мам, есть желание. Дело за малым, найти невесту. Вы извините, я, наверное, пойду. Куда? Ну, вы так давно не виделись, как раз посидите, пообщаетесь. Ну что вы, ни в коем случае. Вы только украсите наше скромное семейное торжество. Правда, мам? Абсолютно согласна. Сядь. Но мне как-то неудобно. Неудобно будет мне, если вы из-за меня уйдете. Хорошо. Ну вот, другое дело. Я вас не отпущу, пока мы все не выпьем. А я ненадолго, я… Ну, да не переживайте, я потом провожу вас прямо до подъезда. Ну, с днем рождения, мам. Спасибо. И за С днем знакомство. рождения.
Только я не понял, почему вы дальше не пошли учиться вокалу? Это очень длинная история, давайте я вам потом расскажу, ладно? Потом? Значит, вы согласны встретиться со мной еще раз? А вам сложно отказать. Да, я знаю. Поэтому крайне редко пользуюсь своим даром. Только в исключительных случаях. Что случилось? Нет, все нормально. Но вас же что-то напугало. Вам показалось. Вероника, если вам когда-нибудь понадобится какая-то помощь, я буду рад ее оказать. Спасибо вам. Но я надеюсь, что я справлюсь сама. Знаете, я раньше тоже думал, что совсем могу справиться сам. Мне было проще помочь другим, чем принять чужую помощь. Но однажды один мой друг сказал: ты эгоист. Ты не думаешь, что твоим друзьям тоже приятно что-то для тебя сделать? Я тогда задумался, и мое сознание резко поменялось. Да. Думаю, ваш друг прав. До свидания. Всего доброго. Открывай. Чего? Открывай, говорю. Давай, открывай. То есть тебе нам сказать нечего? Нет? Ну, я не знаю ее адреса, клянусь. Как же так? Муж не знает, где его жена. Ты что, нас за идиотов держишь? Так я не муж, мы развелись. Слышь ты, муж не муж. Ты сейчас будешь живой, не живой. Ты меня понял? Понял. Есть у нее подруга Катя. Была. Была. Ты что, тоже захотел? У тебя есть все про все есть 3 минуты. Время пошло. Можно в этот… как же, в училище, вот. В училище можно прийти, там адрес будет. Ну вот, наконец-то статуя заговорила. Вот завтра с утра к ней поедешь, понял? Поеду, не вопрос. Не убьете, нет? Будь я бабой, я бы с тобой тоже развелся. А потом и грохнул. Ладно, хватит его стращать. Он и так уже от страха окочурится. Развяжи его. Пожрать нам что-нибудь приготовить, понял? Алло. Здравствуйте. Вероника? Да, а это кто? Павел. Еще не забыли? Нет, не забыла. Здравствуйте. Да. Вы извините за столь ранний звонок. Ничего страшного. Вы что-то хотели? Тогда, может, я вас не очень шокирую, если напрошусь к вам в гости. С меня торт. Да, конечно, приходите. Можно и без торта. Я точно не помешаю. Нет, мама с Машей шли гулять в парк до обеда, так что можете прийти. Уже бегу. Спасибо. Пожалуйста. Вероника, я хотел с вами поговорить. О
чем? Простите, но мама рассказала мне обо всем, что у вас случилось. Только не сердитесь на нее, пожалуйста. На самом деле, это я у нее выпытал. Я сразу увидел, что у вас что-то случилось. Вероника, я хочу вам помочь. Павел, послушайте, я, конечно, вам очень благодарна, но я сама во всем разберусь, ладно? Это очень непростая ситуация, и… это очень опасно для вас. Так что спасибо, но нет. И что вы собираетесь делать? Я пока не знаю, нужно будет уехать отсюда. Куда-нибудь подальше. А куда, например? Я пока еще не знаю, нужно все еще обдумать. Как-то с мамой все это переговорить, накопить деньги на все это. Вероника, ну вы можете хотя бы выслушать мое предложение? Выслушать я могу, но принять нет. Я не могу. Не могу позволить, чтобы с вами что-нибудь случилось. Не случится. Ни со мной, ни с вами. Если вы согласитесь со мной уехать. В Германию. В Германию? Вы что, шутите сейчас? Нисколько. Но нам только для этого нужно будет пожениться. Что? Фиктивно, конечно. Просто это единственная возможность без проблем выехать из страны. Подождать, пока здесь все успокоится. Павел. Я понимаю, это непростое решение, вам нужно подумать. Павел, послушайте, подождите, это… Нет, я не могу так… Нет, конечно, спасибо вам, это очень благородный поступок, но… Не спешите с ответом. То, что здесь сейчас происходит, это полное беззаконие. Милиция не сможет вас защитить. А то, что я предлагаю, это реальный выход и для вас, и для вашей дочери. Да, единственное, для ее выезда потребуется разрешение ее отца. Но об этом вообще можно забыть. Почему? Я не думаю, что после развода он захочет для меня что-нибудь сделать. Ну, существуют разные рычаги воздействия. Павел, еще раз большое вам спасибо. Но я должна сама все решить. Ну, один в поле не воин. Если вы хорошо подумаете, вы поймете, то, что я предлагаю, это очень хороший вариант не только для вас, для всей вашей семьи. Ладно. То, что я хотел, я сказал. От своего предложения я не откажусь. Но решать вам. Я пойду? Почему ты мне сразу не позвонил? Я звонил, причем несколько раз, но ты не подходила. Да, это мама просто звук на телефоне выключила. Он так делает, когда Маша спит. Но я сразу в посте к тебе. Ты не волнуйся, они точного адреса твоего не знают. Твой бывший муж сказал только из какого-то города. К счастью, больше он ничего не знает. Хотя они его здорово напугали. Он сразу в училище побежал, чтобы адрес твой узнать. Но ему там сказали, что дело твое в архиве. Тебя ж не восстановили еще. Да, в училище адреса моего нет, я не успела его вписать. Слушай, может, я тебе отдам эту пленку? Ты ее передашь князю, они отстанут от меня. Не вариант. Достаточно того, что ты видела, как он этого чела замочил. А у князя правило. Он свидетелей не оставляет.
Почему ты уехал тогда? Кирилл, я же уже все объяснила. Ты себе объяснила. А меня ты не спросил, готов ли я тебя отпускать или нет. Ну, теперь уже далеко были. Но сейчас тоже не поздно. Только скажи «да». Кирилл, послушай меня. Мне правда было тогда очень сложно принять это решение. Я не могу рисковать. У меня дочь, у меня мама, Если я уеду, они тоже будут за мной следить. И у меня остается только один вариант. Какой? У меня появился знакомый, который предложил мне помочь. Оформить фиктивный брак и уехать с ним. Ты собираешься замуж выйти? Чтобы спасти свою семью. И куда он тебя увезет? В Германию. Далеко. Давно ты его знаешь? 2 дня. Сумасшедшая. Я почти 10 лет знаю его маму, она мой педагог по вокалу. Это меняет дело. Но 2 дня это же не срок, чтобы Я узнать. понимаю, Кирилл, но мне... Я правда не знаю, что делать. Это единственный выход. И поэтому брак фиктивный. Я ж не собираюсь с ним жить. Да. Ты права. Права. Это самый лучший вариант. Ты здесь надолго? Я не уеду, пока ты не будешь в безопасности. Алло, Павел? Здравствуйте. Узнали? Знаете, я подумала, я решила принять ваше предложение. Да, я выйду за вас замуж. Я так понимаю, у вас еще что-то произошло? Да. К сожалению, меня уже ищут, поэтому я должна еще раз у вас спросить. Вы не передумали? Это очень большой риск для вас. Вероника, я не шучу такими вещами. Я очень хорошо понимаю всю серьезность и ответственность моего предложения. Спасибо. Спасибо вам большое, если б не вы. Ну что вы, только не надо меня благодарить. Я предложил вам это от чистого сердца, и попробуйте принять это как помощь друга. Спасибо. Только не каждый друг способен на такой поступок, тем более, что мы с вами даже не друзья. Значит, это повод ими стать. Так, нам с вами нужно обсудить, как побыстрее все организовать. Хотя мне так страшно, я еду в чужую страну, незнакомую, и чужой язык. Что я там буду делать? Но здесь оставаться еще страшнее. Поверьте, вам там понравится. Вам и вашей дочке. Знаете, у меня там недалеко от дома есть потрясающая кондитерская. Я часто там завтракаю. Представляете, как здорово будет ходить туда втроем? Вы, я, Маша. Потом можем поехать в парк, там очень красиво и много аттракционов. А летом обязательно в Италию. В Европе все очень близко, всего несколько часов, и мы в Гарденланде. Это такой детский парк аттракционов, недалеко от озера Гарда, возле Вероны. А еще есть сафари. Павел, достаточно будет просто того, что вы поможете выехать из страны.
Вы уже спасете мне жизнь. Но если, конечно, у вас получится. Обязательно получится. Вот сколько я прошу тебя. Не скидывать все в одну кучу. Разбери здесь все, узнай, где что. Ну, сколько можно? Вот где белые... О, Костя! Где белые мужские рубашки с коротким рукавом? Так а вы разве... Мам, я просила Костю оставить их на Луговой. Их хотели сегодня забрать. Прости, забыла тебя предупредить. Как какую-то ерунду, так она первая. А как что-то важное она забыла. Они еще что-то заказывали? Да нет, вроде больше ничего. А сама не догадалась предложить? Учу ее, учу, без толку все. Ну что ты шумишь? Пойду кофе выпью. Ну, иди. Разложи сама эту сумку. Сколько можно? Командирш. Спасибо, что прикрыла. Это действительно мой косяк. Ну, забыл положить. А теперь тебе из-за меня попадет. Да ладно, это уже не наша вина. Покупатель может и передумать. Ты мою маму не знаешь еще. За каждую оплошность будет у тебя из зарплаты деньги вычитать. Кость, а что насчет кино? Не передумал? Нет. Как-нибудь обязательно сходим. А сегодня? Сегодня не могу. Я тут грузчиком устроился сдельно. А деньги пообещали только через неделю. Ну, не проблема. Я билеты могу сама купить. Даже не вздумай. Ну что ты за мужик, за которого женщина платит? Получу деньги и сходим. Ладно. Ну все, давай, до вечера. Мам, привет. Привет. Ты как себя чувствуешь? Ты знаешь, не очень. Пойду прилягу. Ну ладно, иди поспи, как проснешься, поговорим, хорошо? Ты что-то хочешь мне сказать? Мам, ты только не волнуйся, я замуж выхожу. Три четвертых завтра привезут. Вы приходите, хорошо? Как торговля, красавица? Здравствуйте, Татьяна Леонидовна. Привет. Хорошо, спасибо. Да, вижу. Работаешь как настоящий профессионал. Ладно. Как у вас дела? Ну, если честно, не очень. С этим рынком клиентов поубавилось, но ничего. Приходится подключать фантазию, чтобы вас переплюнуть. Конкуренты мы с вами, получается? Да ладно, мне до вас далеко. Да ну что вы, у вас руки золотые, вам бы ателье открыть. Знаешь, моя сестра то же самое говорит. Тканька хорошая. Обещает даже в долю войти. Ну, так чего ж думать? Чего думать? Мы же не в одном городе живем. Мне он на поезде до нее 8 часов добираться. Это уж когда надумаю уехать. Кстати, что там у твоей подруги приключилось? Вроде только приехала, собирается уезжать. Как уезжать? А ты что, не знаешь? Нет. Ну, значит, действительно что-то серьезное. Стряслось, если тебе не сказала, или поссорились. Да нет, времени просто не было поговорить. Угу. Ну, я так и подумала. Ладно. До свидания. До свидания, Ира, спасибо. Да. До свидания. До свидания. Рада была вас видеть. Я тоже. Есть большого размера? Нет, нет, расходитесь, закрыто.
Я знаю, я жуткая эгоистка. Я совсем помешалась со своим этим Костиком. Ничего не вижу, ничего не слышу. Ты, наверное, меня уже ненавидишь. Вероника, ну прости меня. Мне правда стыдно. Не уезжай. Пожалуйста. Ну что мне сделать, чтобы ты простила меня? Заходи. Ужас. Как ты вообще это все пережила? Идиотка. Боже, какая я дура. У меня из-за ревности это вообще крышу снесло. Ненавижу себя. Прости меня. Прости. Ларис, перестань, я уже забыла. Угу. Забыли. Я бы на твоем месте себя бы даже на порог не пустила. Прости. Я уже не сержусь. Чай будешь? Буду. Скажи, я вот не поняла, а Павел что хочет за свое предложение? Да ничего. Как-то ничего. Нет, так не бывает. Ну, не знаю, про деньги он вообще ничего не сказал. А при чем здесь деньги? Как будто ты не понимаешь, что он может хотеть. Ларис, ну он совсем не такой, ты бы его видела. Он... Ну? Ну а что, у меня был выбор? Спасибо, что вообще предложил. А мама вообще знает, что с тобой произошло? Соврала я ей. Пришлось сказать, что мы с Павлом давно знакомы, и что он специально приехал, чтобы сделать мне предложение. Правильно ты поступила. Молодец. И с замужеством, и с отъездом все правильно. И это я не из-за Костика говорю. Правда. Ты тоже молодец. Костю устроила на работу. Представляю, чего тебе стоило маму уговорить. Угу. А что делать было? С его судимостью его никто брать не хочет. Ну, ты, я говорю, молодец. Да, молодец. Такая ерунда, что я могу для него сделать. Ну, что за характер? Я вначале наделала кучу дел, а теперь сижу, страдаю. Подожди, а он знает, что ты его любишь? Знает. Ну и что? Что и ничего. Бегу за ним теперь, как собачонка. Причем каждый день говорю себе, все, остановись, хватит. Ну, нельзя заставить человека полюбить. Потом говорит. Ларис, ну все будет хорошо.
место. Иди сюда. Ты чего? Все нормально. Прости. Просто хотел тебя увидеть сегодня. Хотя не так. Каждый день хочу тебя видеть. Если бы я только мог, никому бы тебя не отдал. Ладно, это уже не важно. Главное, что ты будешь в безопасности скоро. Когда ЗАГС? Свадьбы не будет. Я передумала. Подожди, как ты передумала? Я не могу отсюда уехать. Вероника, ты что, не понимаешь, что тебя здесь ищут? Тебе нельзя здесь оставаться. Ну, значит, я уеду, ну, не уеду с мамой, с дочкой. Это не поможет. А Павел, он действительно предложил самый лучший вариант. Да пойми ты, я не хочу за него замуж. Кирилл, Вероника, а я вот решил пораньше приехать. Простите, я, наверное, помешал. Нет, что вы, мне как раз нужно вам кое-что сказать. И да, знакомьтесь, это мой друг Кирилл. Павел. Может, я тогда потом, попозже? Нет, подождите. Павел, я должна… Вероника просто переживает, что не знает немецкого языка. И что ей будет очень сложно в чужой стране. Ну, это же не проблема. Выучит, к стране привыкнет. Я буду рядом, я помогу. Я про то же ей говорю. На все нужно время. А вам большое спасибо, Павел. Вы действительно просто спасение для Вероники. Только уезжайте отсюда как можно скорее. Кирилл. Я не успокоюсь, пока она не будет в безопасности. Сколько вам нужно времени, чтобы все успеть? Вы справитесь с оформлением документов? Или помощь нужна? Да, я думаю, сам все устрою. Только вот Маша… Что, Маша? Ну, я же говорил, ее не получится вывести без разрешения отца. Да какой он отец? Мы с ним в разводе и… К сожалению, это не имеет значения. Я узнавал. Подожди, так нужно тогда что-то делать, нужно поехать тогда к Вадиму и… Нужно, но только не тебе. Ты оттуда просто не вернешься. Тогда я поеду. Нет, это тоже не вариант. Слишком долго. Я сам все решу. Пошлю своего человека к нему, так будет быстрее. А вам уже, наверное, пора ехать. Подавать заявление в ЗАГС. Кирилл, Я тебя очень прошу. Не делай глупостей. Не буду задерживать вас. Хороший вас друг. Вероника, постойте. Позвольте вручить вам этот скромный букет. Спасибо. Но это лишнее. Вы не любите розы? Нет, люблю, но… Вы так много сделали уже для меня. Но это такой пустяк. Вы извините, мне нужно переодеться, я быстро. Да, вы не торопитесь, я подожду. Совсем забыл сказать. Нам нужно срочно перейти на «ты».
Иначе нас там точно не поймут. Да, конечно, вы правы. Ты прав. Ну, теперь мы с тобой можем идти. Все верно. Ждем вас через 2 месяца. Если, конечно, не передумаете. Через 2 месяца? Угу. А почему так долго? Потому что правила для всех одинаковые. Но нам очень нужно. Может быть, как-нибудь… А что же вы так торопитесь? Потом года не проходит, на развод подаете. Мы не подадим. Нам действительно очень нужно. Мы должны срочно уехать в Германию. А почему раньше заявление не принесли? Ну, обстоятельства так сложились. Может, можно как-то ускорить процесс ожидания? Я даже не знаю, что я могу для вас сделать. Понимаете, что я одна ничего не решаю. Да, да, конечно. Подожди, пожалуйста, меня на улице. Угу. Да, хорошо. Сколько? Ну, что он сказал? Все в порядке. Но у нас крайне мало времени. Нужно успеть купить тебе платье, кольца, что там еще, я не помню. Паш, да не нужно ничего, у нас же просто роспись и все. Как это не нужно? Свадьба есть свадьба. Я все-таки первый раз женюсь. Да и потом, твоя мама, она же ничего не знает. Нужно, чтобы для нее это был праздник. Да, хорошо, завтра тогда пойдем с Ларисой и купим мне платье. Завтра будет поздно. Завтра у нас свадьба. Как завтра? Так, идем. Слушайте, как тебе удалось? Он такой упрям. Нет. О! Ларис, поможешь мне платье застегнуть? Волос убери. Получается. Тоже мне перетрудилась она. Что, какое? Вот это. Это же одно удовольствие, столько всего мерить. Доживу ли я когда-нибудь до этого дня? Ну, конечно, доживешь. Давай. Не знаю, мне кажется, я однолюбка. Ни о ком другому думать не могу. А для Кости я просто хороший друг. Ну, знаешь, хороший друг – это тоже много. А из дружбы может вырасти любовь. Это… Угу. И кто это такой умный сказал? Одна очень мудрая женщина, мама Павла, Альбина Станиславовна. Ты знаешь, я думала, она будет против нашей свадьбы. Ну, какая мать пожелает для своего сына фиктивный брак. А она очень даже была рада. Думает, что у нас будет семья. Он настоящий мужчина. Как сказал, так и сделал. Я тоже решила расставить все точки над «и». Мама сегодня уезжает. Я Костю пригласила. Ну, здорово. Только он вряд ли придет. Найдет опять кучу отговорок. Ларис, ну, причин. Ну, дай ему время. Парню нужно во всем разобраться. Это берем. Странно как-то получается. А Дима я люблю, он оказался мерзавцем, а Павел, он… Ты красавица. Берем, берем. Это берем. Ах, мужик, как же ты не вовремя.
слава богу. Битый час здесь стою, ну хоть бы кто остановился. Спасибо вам огромное. Да пока не за что. Ну как не за что? Вы ж сможете взять меня на буксир и дотащить хотя бы до ближайшего сервиса. А что, все так серьезно? Да кто его знает? Я глянул, ну это ж не «Жигуль». Тут немцы накуролесили, все запаковано. А машинка-то новая, я боюсь что-нибудь испортить. Вы не против, я гляну? А ты что, разбираешься? Приходилось. Ну, глянь. Слушай, только я тебя очень прошу, ты, если там засомневаешься, не трогай ничего, ладно? Тряпочку дайте. Ты не сомневалась, платье отпали. Ой, ты платье свадьбы все ради мамы, чтобы она только не догадалась. Ну и что за тёлку вам надо найти? Мне сказали, вам моя помощь нужна. Красиво. Ты губу-то не раскатывай. Скажи, найти сможешь или нет? А кроме фотки, что знаете? Зовут Вероника. Фамилия Самойлова. Дочь имеется. 2 лет еще нет. А самой-то ей сколько? Сказали, лет 20. Да уж, непростая задачка. Слушай, была бы простая, тебя бы никто не просил. Сколько тебе времени надо? Ну, так просто не скажешь. Она так переживает, как она без нас будет? Знаешь что? Сильно соскучится, сама к вам приедет. Ну, я тоже на это надеюсь. А ты не поторопилась с отъездом? В смысле поторопилась? Все хорошо, тебя никто не ищет. Может, это вообще ложная тревога. А Кирилл твой просто перестраховался. Красиво. Ты чего? Вероника, стой! Сюда! Бегом, бегом, бегом. Ты скажи, помочь сможешь или нет? Ладно, ладно. Найду. Ну что, сделаем этого, Кирилла. А то сколько можно себя основным выпячивать. Да. Смотри, как бы он нас с тобой не сделал. Послушал тебя на свою голову. Поехали, поехали. Да ладно, проехали. Не век же нам мелочью заниматься. Ты объяснишь мне, от кого мы прячемся? Там 2 бандита возле машины. Кто? Бандиты, ты можешь посмотреть, они еще там? Тихонечко. Может, показалось? Так, идем отсюда. Завтра у тебя свадьба. Мясо. Заводите. Неужели починил? Ну, починил, это громко сказано. Надеюсь, теперь все будет нормально. Ты смотри, завелась. Вы меня. Огромное вам спасибо. Сколько я вам должен? Да чему? Извините, мне пора. Я жутко опаздываю. Топ. Я же не могу вас просто так отпустить. Вы меня здорово выручили. Кстати, а кем вы работаете? Водителем. То есть в машинах вы разбираетесь? Ну, конечно, я же слесарь. Дорогой ты мой, так иди ко мне работать. У меня сервис в центре. С зарплатой не обижу. Слушай, мне хорошие руки, ну позарез нужны. Я к вам приходил, только вы меня не взяли. Да, нет. Этого не может быть. Ты меня, наверное, с кем-то перепутал. К сожалению, нет. У меня судимость была. Да. Желаю счастливого пути. Подожди. Короче, завтра в 10 жду. Спасибо. Да это тебе спасибо. И
Ты прости меня за прошлый раз. Уже забыл. Удачи. Всего доброго. До завтра. До завтра. Поговорим. Привет. Извини, что так опоздал. Это тебе? Спасибо, вообще-то я тебя уже не ждала. Я правда не нарочно. Одному человеку помощь нужна была. Кость, ты не оправдывайся, я все понимаю. Что ты понимаешь? Я не буду больше донимать тебя своими приглашениями. Забудь все, что я говорила. Забыть. Да, все забудь. Так, что случилось, пока я опоздал? Ой, ничего. Может, расскажешь, что случилось? Случилось. Давно я очень виновата перед тобой. Я не понимаю, о чем ты. Я о себе. И о тебе. О нас. Я любила тебя. Ты любил Веронику. Нет. Я люблю тебя. А ты любишь Веронику. Ничего уже не изменить. И не знаю, надо ли. Насильно мил не будешь. Я слышал, Вероника выходит замуж. Угу. Рад за нее. Знаешь, а ты правильно сказала про меня, про себя, но только в одном ошиблась. Я не люблю Веронику. Да, я был в нее влюблен. Мне казалось, что это и есть любовь. Но потом я встретил человека, который помог мне понять, что любовь – это не просто слова. И не только слова. Вот помнишь, ты мне рассказала о своих чувствах. Один только раз. А потом сколько ты для меня всего сделала, а? Для кого? Для меня? Кто я такой? Бывший уголовник. Какой ты уголовник. Властью, данную мне, объявляю вас мужем
и женой. Обменяйтесь, пожалуйста, кольцами. Молодые, поздравьте друг друга. Вероника и Павел, теперь вы пойдете по этой жизни рука об руку, чтобы вместе делить и печали, и радости. В этот торжественный день рождается еще одна молодая семья. Теперь вы муж и жена. Поздравляю вас. Уважаемые гости, можете поздравить молодых. Пашенька, какая вы все-таки красивая пара. Самые лучшие. Мы там стояли и любовались вами. Правда, Дарья Николаевна? Правда. Я такого счастья для дочери своей даже представить не могла. Можешь, пожалуйста, я не мечтала. Ну, что же вы такие скрытные? Почему ничего не сказали? Я не знала, а вы знали? Я? Нет, я тоже, конечно, не знала. Вот такой сюрприз устроили нам, да? Неожиданность. А почему так быстро уезжаете? Пожили бы с нами. Да, мы бы с удовольствием, но у меня там работа, бизнес. Ну, если работа, то, конечно. А Машенька? Машенька может со мной остаться? Мам, а у нас к тебе другое предложение. Мы хотим, чтобы ты поехала с нами. Куда поехала? В Германию? Ну да, конечно. Поедем все вместе. А потом и моя мама к нам приедет. Ты как? Как? Если вы одну меня здесь бросите, что мне останется? Конечно, поеду. Простите, я ненадолго. Подождите, я что? Как в Германию? А что же мы там делать будем? Что делать, что делать? Ну, что-нибудь придумаем. Будем за внучкой смотреть. Они нам еще одного родят. Кирилл, ну что, он подписал? Что? Денег он хочет. Так и знала. Сам не ожидал от него такой прыти. Даже Славку моего не испугался. Он стал, говорит, бояться. Или убивай, или деньги гони. Сколько? В том-то и дело, что очень много. Мне такую сумму быстро не собрать. Я смогу взять кредит. Там, у себя. Но для этого нужно лететь. Паш, спасибо. Ну ты лети, я тебя здесь подожду. Я без Машки никуда. Нет. Вам вместе надо ехать. Потом Павел вернется, заплатит этому уроду и заберет Машу и Дарью Николаевну. Сколько тебе на все про все время надо? Я думаю, уложусь дня в 3. Вот видишь, послушай меня. Чем раньше вы уедете, тем раньше он вернется. Я не могу без Маши. Слушай, нам, правда, пора. Там, наверное, мама уже заждались. Пойдем. Спасибо. Слышь меня. Уезжай отсюда. Я вернусь к своим, скажу, что не нашел тебя. Без меня они сюда не сунутся. И у вас будет время все решить. Я тебя очень прошу. Для меня это очень важно. Важно, чтобы тебе ничего не угрожало. Я себе никогда не прощу, если с тобой что-то случится. Поверь мне. Уезжай. Хорошо. Спасибо тебе.
Значит, ты с Кириллом разговаривала? Угу. Я думаю, когда ты исчезла. А Павел? Не ревнует? Не. Ну, наш фиктивный брак. И тем более Кирилл сам меня уговорил выйти замуж за Павла и уехать с ним. И где он сейчас? Дома. У себя дома. Ничего себе. А маме как ты объяснила это? Да очень просто сказала, что хочу побыть с ней и с дочкой. Понятно. Еще не вечер. В смысле? Ну, поживете, присмотритесь друг к другу. Ты сама говорила, из дружбы может вырасти большая любовь. На нас, Костя, посмотри. Да, я очень рада за вас, Ларис, правда. Сама поверить не могу. Ты молодец. Все-таки дождалась. Вот и Павел дождется. Я видела, как он на тебя смотрит. Мужчина просто так. Из дружбы рисковать не будет. Угу. Даже если это так, то я не могу ответить ему взаимностью. Ты что, этого идиота до сих пор любишь? При чем здесь Вадим? Значит, у тебя кто-то появился, а я не знаю. Кто? А я разве не говорила, нет? Нет. Ну? Кирилл. Обалдеть. Вообще, ты меня просто убила Только, сейчас. пожалуйста, никому не говори, хорошо? Идиотка совсем. Кому тут рассказывать? Все могила. У меня, может быть, секреты и покруче твоих тут. Так, подожди, это ты сейчас о чем вообще? Я Косте про пистолет чуть не призналась. Ты сумасшедшая? Ты хочешь его потерять? Не хочу. Тогда молчи. Кто это так поздно? Привет. Привет. Ну что ж, прими мои поздравления. От всей души желаю счастья. Спасибо. Ладно, ну это... Гости приезжайте вместе. А что, приедем? Чем не свадебное путешествие, правда? Вообще-то ты предложение мне еще не сделал. Согласен, мой прокол. Значит, завтра вечером ждем гостя и маму предупреди. Ну, ладно, я тогда пойду. Мы успеем еще попрощаться, да? Да, конечно. Счастливо. Пока. Мама, где документы? Документы? Я их в тумбочку положила. Ну, нашла? Ну, хорошо. А что ты не спишь? Не спится. И мне не спится. И как я без вас буду? Что, в первый раз, что ли? Что, боишься, что я не справлюсь? Мам, ну, конечно, справишься. Я не об этом. Я просто не хочу с вами расставаться. Павел сказал, приедет за Машенькой. Да. Через 3 дня. Подожди, а почему только за Машенькой? Ты что, не едешь? Мам. Послушай меня. Послушай.
Ты пойми, мне в моем возрасте уже очень трудно начинать новую жизнь. Вы молодые, у вас все впереди. Вам нужно создавать семью, Викуся. Мам, ну как же так? Нет. Ты должна ехать со своим мужем. Он теперь твоя семья. Мам, это вы... Это не моя семья. Вы моя семья, Паш. Мам, погоди. Подожди, ты мне чего-то не договариваешь? Мам, нет, это... Нет, просто ты меня ошарашила этой новостью. Скажи Все мне, хорошо. от кого ты убегаешь? Мамулечка, ну не придумывай, ну. Не придумываю я ничего, я просто знаю тебя хорошо. Ну, ладно, я с Павлом тогда поговорю. Мам, мне нужно ни с кем говорить. Ладно? Это все Вадим. Да, Вадим, он с Машей хочет повидаться. Я этого не хочу. Все? Это все? Ну, конечно, все. Ну, еще он просит денег за то, чтобы дать разрешение выезда за границу. Вот Павел приедет, привезет деньги. И... Мам, ну давай все вместе. Ну... Я буду к вам в гости приезжать с Машкой. Да. Ну, все. Это же не на всю жизнь, правда? А ты сейчас спать ложись. Смотри. Мама, обещай, что подумаешь, хорошо? Все, я тебе обещаю. А ты ложишь спать. Хорошо. Тихонечко. Хорошо. Не переживайте, все хорошо. Ну не плачь, чего ты. Павел скоро приедет за Машей. Как же я без вас-то буду? Все будет хорошо. Ничего. Да, кстати, я чуть не забыла. Я пленку спрятала в Мишку. Какую пленку? Та, которая с компроматом. Ты, пожалуйста, забери и спрячь, ладно? А чего ты с собой не хочешь взять? Боюсь через границу. Хорошо. Все будет хорошо. Не волнуйся. Поезжай, все будет хорошо, не волнуйся. Дико много. Все будет хорошо, правда. Пока, Костя. Всего доброго. Ты не должна плакать. Мы скоро будем все вместе. У нас начнется новая жизнь.
Здорово, Серый. О, привет, Кирилл. А вы уже приехали? Видел, какая фигня со мной приключилась? Один придурок впаялся мне в бочину и смотался. А только не с тем он связался, я его… Погоди. Что, кто еще вернулся? Ну как, ты с братвой. Я один вообще-то. А ты что, мужиков там оставил? Где там? Ну, они поехали на дело. Я думал, ты их дернул. Погоди, они уехали? Ну да, 2 дня назад. 2 дня? Кирилл, ты куда? Блин, столько времени, все без толку. Да ладно тебе тоску нагонять. Человек не иголка найдется. Тем более он, Тарик обещал. А Тарик обещал. А если он нас ментам сдаст, а? Ну что? Ну, он сказал, что вроде нашел. Похоже, что она. А поконкретнее нельзя? Или твой Тарик вообще за базар не отвечает? Что ты злой такой, а? Я же вам не мент поганый. Тянуть резину не буду. За базар отвечаю. Сказал, сделал. А это точно она? А ты что, сомневаешься? Ну так к Тарику тогда не обращайся. Да нет, я так. К слову пришлось. Я тебе вот что скажу. Мне в городе тишина нужна. Чтоб без кипиша. И еще. Я тебя не знаю. Ты меня не видел. И это, князю, скажи, что мы в расчете. Сейчас. Вот так. Так лучше, да? Очень хорошо. И мне нравится. Так а вы к вечеру успеете? Конечно. На день рождения идешь? Да. Ну все, будешь самый красивый. Так, давай снимать аккуратно, потому что кругом булавки. Хорошо. Сейчас, извини. Алло. Да. Да, Дашуль. Срочно? Угу. Хорошо, да. Ну, не волнуйся ты. Схожу. Должны идти, да? Да. Позвонила соседка напротив. Плохо себя чувствует. Ребенку нужно кашу варить, надо молоко купить. Ну, а давайте я схожу. А вы пока дошьете. Принимается? Тогда молоко прям туда. Квартира напротив. 13. Конечно. Все? Да. Подожди, ты куда платье решила идти? Понравилось, да? Как красиво.
Я рад, что тебе здесь нравится. Ты тогда располагайся в спальне на 2-м этаже, а я переберусь в гостиную. Ну, в общем, чувствую себя как дома. А я сейчас в банк поеду. Так сразу? Ну да, зачем время терять? Там не быстро все решается. А ты пока отдыхай. Если проголодаешься, холодильник в твоем распоряжении. А вечером придет Ольга, приготовит ужин. Ольга? А это кто? Она живет неподалеку, помогает мне по хозяйству. Ну, ты не переживай, она наша землячка. Я думаю, с ней поладите. Надеюсь, я ненадолго. А можно я пока маме позвоню, сообщу, что он доехал? Ну, конечно. Даже обязательно. Телефон в гостиной, пойдем, я покажу. А что тут у нас с тобой такое лежит? Вот, держите. Что там у нас есть? Спасибо большое, не надо было утруждаться. Смотри, 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 смотри. Опа. Оп. Яблочко хочешь? Ну, ничего страшного, мы будем кашу есть. А у вас детки есть? Пока нету. Будут. Сейчас я пойду отвечу, это дочка моя звонит. Да, да, доченька, да. Да, мам, долетели хорошо. У Паши очень красивый дом. Нет, он сейчас в банке. Я уже очень по вам соскучилась. Да, и мы с Машенькой по тебе скучаем. Идешь ко мне? Как твои дела? Ну, замечательно. И мы тебя очень любим. Извини, пожалуйста, в дверь звонят. Сейчас. Алло, мам. Алло. Алло, мам, ты слышишь? Да как понимать? Что вы здесь делаете? Да уже все сделали, причем без твоей помощи. В смысле? В смысле? Ты чё, Кир, не догоняешь? Мы бабу эту и мать ее замочили. Для верности он пожар устроили. Ладно, поехали отсюда, пока кто-то не замел. Соседка нас видела. Чего? Когда мы из дома бежали, она в дверь высунулась. Ты что, баран, что ты сразу не сказал? Теперь возвращаться придется. Езжайте уже отсюда нафиг. И так накосячили. Я сам разберусь. И то дело.